Еще в начале пандемии Сухумский медицинский колледж оперативно сформировал волонтерскую группу из числа студентов старших курсов и направил 12 человек на работу в республиканскую детскую больницу и в пансионат «Айтар». Сейчас, когда встал вопрос нехватки младшего медперсонала в Гудаутском госпитале, колледж вновь собирает добровольцев. Было тоже указание с Минздрава, чтобы мы только лишь собрали. Конечно, мы раньше тоже предупреждали, как сентябрь начался, что сформировать группу. Но как-то наши дети все равно, они дети. Домой пришли, родители отказались. А последний министр дал указание, чтобы опять пройтись с таким требованием. Сразу в тот же день изъявили желание 12 человек. Сегодня в Гудаут уехали 5. Они прошли какую-то подготовку, минимальную начальную подготовку в республиканской больнице в реанимации. Сегодня они приступят к работе. Волонтерские группы формируются только из выпускников, в основном из студентов, обучающихся по специальностям лечебное и сестринское дело. На сегодняшний день в медколледже порядка 100 человек учатся на последних курсах. Если среди них добровольцев найти не удастся, то начнут привлекать и студентов младших курсов других специальностей. Студент 4 курса Тимур Кикория учится на стоматолога. Он уже работал волонтером в пансионате «Айтар», когда там были на самоизоляции наши граждане, приехавшие из России. Тимур говорит, что если позовут, готов поработать и в Гудаутском госпитале. Да, я и сейчас готов поехать в Гудауту, помочь нашим медикам. Пока стоматологов не берут. Если понадобится наша помощь, мы всегда поможем. Мы пообщались с некоторыми студентами Сухумского медицинского колледжа, чтобы узнать их мнение по поводу волонтерства в ковид-центре. Многие отмечают, что не против поехать в Гудауту, однако их не отпускают родители. Мне бы очень, правда, хотелось поехать с удовольствием, с огромным. С самого начала мы думали поехать, собирались с группой, но когда я рассказала родителям, они были против. У меня было желание поехать, оно до сих пор есть. Я пришла, я маме сказала, естественно. Мама сначала задумалась, она сама медик, она задумалась, но потом, естественно, вмешались взрослые, бабушка, дедушка. И они очень боятся насчет этого, боятся, что я заражусь, их заражу, поэтому решено было так, что пришлось отказаться. Очень хорошая практика для нас. Мы бы научились нормально работать с людьми, делать все манипуляции медицинские. Но, опять же, не всех родителей пускают, не все понимают то, что это серьезно, и то, что нужна помощь медикам. Может быть, со следующей группой поеду. Но это обдумывается, этот вопрос обдумывается, но пока вот так вот дела обстоят. Анастасия Калайджан также готова поехать в Гудауту, однако не может этого сделать из-за мамы, которая находится в группе риска. У нее проблемы с эндокринной системой. У меня было желание поехать, но потом резко планы изменились, так как у меня приболела мама, и мы были в Сочи на реабилитации, а потом приехали обратно. Мы провели опрос среди горожан, в частности, пообщались с молодыми людьми, чтобы узнать, готовы ли они стать волонтерами и поехать помогать нашим медикам в Гудаутский госпиталь. Среди опрошенных были те, кто отказывались говорить на камеру, но в личной беседе признавались, что не могут поехать, так как боятся за свое здоровье и здоровье родных. Другие же отмечали, что готовы помочь. Я бы с удовольствием, потому что у меня мама медик, она работает в больнице, работает тоже с больными, она в республиканской работает в больнице. Я бы с удовольствием пошла волонтером, да, без проблем. Я сейчас первый раз об этом слышу, что нужда есть в этом. Конечно, я пойду помочь. Есть же разные функции работы. Не обязательно ты должен присутствовать с больными. Ты можешь приносить носилки, мыть посуду, помогать сестрам какие-то, то есть тяжелые вещи переносить. То есть очень много функций волонтерства. Вообще волонтерство, мне кажется, это одна из неотъемлемых частей общества нашего, в котором мы живем. Мне кажется, через какое-то время мы уйдем, но какой мы пример оставим той молодежи, которая идет вслед за нами. Честно говоря, просто не получается совмещать по времени с учебой, поэтому да. А так никто не болеет из моих близких и знакомых, к счастью. Я готова пойти. Понятно, что работа в ковид-центре сопряжена с определенным риском, но волонтеры нужны уже сегодня, как говорится, здесь и сейчас. И чем больше их будет в Гудаутском госпитале, станет легче медикам и пациентам. Таким образом, вопрос нехватки рук будет постепенно решаться. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.